Все самое интересное за эту неделю. Планы по благоустройству, что сделают в Ухте за это лето. Результаты самоизоляции, сколько бытовых преступлений совершено за 2 месяца. «Сиди дома», ухтинец получил штраф из-за поездки за лекарствами. Для семей с особенными детьми ухтинский проект выиграл грант на 500 000. Капремонт. Дом культуры в поселке Водный планируют обновить. Смотрите прямо сейчас. Мэр Ухты провел брифинг, на котором рассказал о планах по благоустройству на это лето. Перечень работ достаточно обширный. На первый этап ремонта дорог уже прошел аукцион. Выбран подрядчик. Из республиканского бюджета на капремонт дорог выделили 134 миллиона. Начнут работы со въезда в город от заправки до Газпромовского музея. Далее ремонт коснется проспекта Ленина до перекрестка с Интернациональной. Начиная от Интернационального перекрестка с Ленина полностью, она вот этот подъем наверх, Пионер-гора, спуск вниз и до Синюкова. Вот эту дорогу полностью делаем, тоже асфальтируем. В прошлом году, вы помните, да, мы делали Первомайскую, на Октябрьской остановились. Мы продолжаем ее до загородни туда, она тоже будет продолжена, точно так же сделана. Сплошняком, я имею в виду, где мы делаем. Полностью мы делаем улицу Дзержинского. Закатают полностью улицу 40 лет Коми, Косолапкина, Театральную, которую не успели закончить в прошлом году, участок на Куратова и машиностроителей. По Синюкова от кольца в этом году капитального ремонта не будет. Ее планируют расширять, так что летом 2020 года там обновят асфальт картами. Также картами отремонтируют и поселковые дороги, зато можно порадоваться заводницев. Им пообещали новые тротуары на 7,5 миллионов. Деньги выделены по проекту «Комфортная среда», в перечень работ которого попали и 10 дворов. На 16 миллионов рублей. Это у нас юбилейный дом 23, юбилейный дом 25, Чебьюская дом 32, проспект Космонавтов 26, Синюкова 41, Дзержинского 11, Дежнева дом 23, проспект Ленина 33, проспект Ленина 49, улица Советская дом 18. Помимо этих дворов, на ремонт которых деньги выделили федеральные и республиканские бюджеты, 15 дворовых территорий отремонтируют за счет муниципалитета. Также в перечень работ на летний период попал тротуар на улице Мира. В старом городе тоже по комфортной среде обновят Октябрьскую площадь, чтобы соответствовало детскому парку после ремонта. Забегая вперед, слонов уберут, вернут рыбок новых. В этом году делается полностью, будет Октябрьская площадь, там и плитка, и асфальт, и фонтан у нас будет новый, мраморный, из мрамора сделанный, хороший, шикарный фонтан. Помимо этого, скоро пообещали презентовать проекты 3 общественных территорий, зоны отдыха возле памятника Придунова, памятник чернобыльцам и сквер возле самого крупного в городе торгового центра. Работы по первому этапу благоустройства начнутся после 25 мая. Аукцион на второй этап работ планируют на 15-20 июня. Появление ребенка в семье – счастье, но иногда оно бывает непростым. Как отмечают специалисты, из года в год появляется все больше особенных малышей. Детям с проблемами здоровья сложно социализироваться, учиться, жить в современном обществе. Тяжело и их родителям. Чтобы помочь семьям, в которых растет ребенок с особенностями развития, ухтинские педагоги придумали проект «Территория возможностей». На ним работали специалисты с многолетним опытом, практикующие в 103-м детском саду нашего города, который специализируется на работе с такими ребятками. Идея создания автономной некоммерческой организации для бесплатной помощи семьям им пришла осенью 2019 года, после мониторинга проблемы с дефицитом специалистов. В некоторых городах даже нет просто коррекционных групп, чтобы кто-то мог оказать помощь таким детям. Вот мы промониторили и решили, что поскольку наш детский сад такой единственный пока в нашем городе, но у нас очень много специалистов. Это и педагоги-дефектологи, и логопеды, и психологи, и все у нас прошли курсы повышения квалификации, все владеют навыками, владеют методиками различными. То есть мы достаточно подготовлены.
Мониторинг охватил 5 муниципалитетов помимо нашего. Это Вуктыл, Печорок, Нижпогосский, Сосногорский, Троицко-Печорский районы. В сумме получилось 500 семей, которым нужна специализированная помощь. Чтобы оказывать ее им, независимо от того, где проживает эта семья, территория возможностей будет дистанционным диагностико-консультационным центром. На реализацию этой идеи потребуются средства. Поэтому авторы проекта решили поучаствовать в конкурсе фонда президентских грантов и стали победителями. Мы выиграли 500 тысяч, и эти средства будут направлены на обучение специалистов и на приобретение специализированного оборудования, чтобы мы смогли именно оказывать дистанционные услуги. Это и компьютеры, это и связь, это и сайт универсальный. Теперь идет активная подготовка от закупки оборудования до дополнительного обучения специалистов. 2 педагога уже проходят уникальное обучение по методике раннего вмешательства. Как отмечают авторы идеи, именно своевременная помощь позволяет избежать массу проблем в будущем. Всего в территории возможностей будут практиковать 2 логопеда, 2 учителя-дефектолога, педагог-психолог и социальные работники. Такой комплект специалистов позволит помочь родителям, воспитывающих особенных детей, всесторонне. Как обозначить проблему и скорректировать поведение малыша, так и оказать самим взрослым психологическую и социальную помощь. Например, рассказать о мерах соцподдержки. Старт проекта планируется на октябрь этого года. Ухтинец получил штраф за нарушение самоизоляции. Гражданин Н, как указано в пресс-релизе на сайте Ухтинского суда, вернулся из иностранного государства в период пандемии коронавируса. Установлено, что до истечения срока изоляции, который составляет 2 недели, он покинул место изоляции, чтобы приобрести лекарства, не прописанные ему врачом. Для этого он сел в машину и выехал из пригородного поселка в Ухту, где его и остановили сотрудники ГИБДД. Вину мужчина признал, попросив суд смягчить ему наказание ввиду отсутствия постоянного дохода, так как он является студентом. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией, а именно 7,5 тысяч рублей. В поселке Водный планируют провести капремонт местного дома культуры. Это стало известно после проведения рабочего совещания в стенах учреждения. Несмотря на то, что в Доме культуры проводился текущий ремонт, отремонтировали концертный зал, хореографический класс, здание 1976 года постройки требует масштабных работ, замены коммуникаций и обновления крыши. Минкульткоми намерено включить здание в план модернизации объектов культуры и выделить 50 миллионов рублей на реализацию первого этапа в следующем году. Правда, осуществят задуманное при одном условии, если проект будет подготовлен к концу 2020 года за счет муниципального бюджета. Ежегодно с наступлением тепла ухтинцы и гости нашего муниципалитета встречают медведей. На этот раз косолапое семейство снял на телефон мужчина, проезжающий по трассе недалеко от поселка Боровой. Водитель автомобиля, как истинный последователь Николая Дроздова, вставил в видео обеда мишек пару комментариев. Вот они, хорошие. Вот так. Медведица закрывает медвежат. Не дает на них смотреть. Видео тут же стало мега популярным в сети. Комментаторы уже вынесли предположение, что бедной маме медведице нечем кормить свое потомство, поэтому косолапые страдают в поиске корешков. Кто-то предположил, что родительница медвежат просто проводит им урок по поиску пропитания. Меж тем, Охотнадзор напоминает не только о правилах безопасности при встрече с медведем, но и настоятельно советует не кормить животных человеческой едой. Во-первых, она опасна для здоровья диких зверей, а во-вторых, эта дурная привычка все чаще приводит косолапых к жилищу человека. В связи с этим не оставляйте еду и ее остатки в лесу, на кладбищах и на дачных участках.
14 мая МВД России на своем сайте опубликовала информацию о том, что криминогенная ситуация в стране остается стабильной. По итогам 4 месяцев текущего года статистика в целом соответствует 2019-му. А также по информации ведомства в апреле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9% ниже число зарегистрированных посягательств в сфере семейно-бытовых отношений. Что же касается статистики бытовых преступлений в нашем городе. В МВД Ухты с 30 марта до сегодняшнего дня поступило 464 сообщения о причинении телесных повреждений. 111 сообщений с высказыванием угроз, зарегистрировано 353 телесных повреждения, из которых 6 квалифицировали как тяжкий вред здоровью. За весь предыдущий год в дежурную часть поступило 1953 сообщения. За прошедший период 2020-го – 1244. Thank you.